Ё-моё, нежданчик. Всем привет! Сегодня у нас понедельник, 16 декабря. В пятницу я выложил видео о том, как я пытался найти накидку на машину. Не нашел, в итоге машина переночевала так на улице. И вот Нургун, один из моих зрителей, Нургун, спасибо тебе большое, реально очень выручил. Увидел мое видео, совпало, что он свою накидку сдавал в прокат обратно. То есть месяц кончился, и он как раз себе купил и обратно ее скидывал. И говорит, как раз написал мне, можешь мою перехватить. И вот мы с ним приехали, переоформили там договор, ну, оставили на просушку. И вот сейчас в понедельник я еду ее забирать. Ну, там так, ну, антуражно, так, куча накидок, там сохнут, что-то там есть специальная комната, где там они под пушкой висят, сохнут. Нормальная тема. Ну, это место, я так понял, что единственное место в Якутске, где можно арендовать Наташу. Не буду там говорить, где это, и делать рекламу. Но сами сможете найти, в принципе, кого-то интересует тема. По-моему, это единственное место, куда все поисковики приводят. Поснимать мне не разрешили, но накидку отдали. Надо будет научиться ей пользоваться. Мне один раз Нургун показал, как там все скручивать, сматывать. Так что теперь я без пассажиров. Кстати, обратил внимание, очень как-то мягенько машина по снегу идет. Прикольно. Неровная дорога, но снегом, когда все покрыто. Ну, тут есть такое, что говорят, ну, называется зимний асфальт появляется в Якутске, да, когда дороги зимой лучше, чем летом. Ну вот, прикольно, да, по снежку кататься. 25 января, на улице молоко опять. Это значит, что у нас за 40. Ну и вот так вот люди ездят на работу. Кстати, нашел, наконец-то, саму Наташу. Вот он, портативный гараж. Ну, это один из брендов, повторюсь. Вот стоят. Кто не хочет, чтобы машина весь день работала, вот они стоят на автозапуске. И периодически прогреваются. Вот так и спасаются тут автомобилисты. А птичкам такой мороз по боку. Он всю зиму тут живут. Подкармливают их. И что прикольно, поют песни по утрам, как летом. На улице почти 45 градусов сейчас днем. Вечером обещает до 50. Блин, аж рука замерзает, камеру держать. Поэтому я решил, что этим надо воспользоваться. Как раз я хотел протестировать свой портативный гараж в таких условиях. Надо сегодня купить градусники, ну хотя бы несколько штук в машину закинуть, чтобы погрешность такую какую-то, ну, сделать скидку на погрешность. А так она у меня стоит уже, получается, вот я в крещенские купания, да, в воскресенье ее поставил, сегодня у нас суббота. Соответственно, все это время она стоит вот здесь. Стоит она на системе подогрева, на старт-М, подключена на розетку. Эта система нагревает охлаждающую жидкость внутри и гоняет по двигателю, тем самым его прогревает. И по сути, это единственное тепло, которое сейчас есть внутри машины. Сейчас вот залезу, посмотрю, как там температура, посмотрю, как она заведется. Сейчас надо мне по делам покататься. А на ночь поставим на ночевку, уже затестируем с градусником, как она с утра будет себя чувствовать, как будет внутри. Ух, как, даже вот через шерстяные перчатки мороз продирает. Кстати, я обнаружил еще, что у меня лопнули тормозные шланги с каждой стороны. Вот что еще бывает зимой в Якутии в такие морозы. Решили проверить тормозные шланги. И они у меня треснули, блин. Вон. Интересно, сколько я так езжу. А здесь вот второй шланг тоже. Все, надо шланги купить, съездить. Ну, то есть я с парнями пообщался, они говорят, что это лопнула оплетка. Там еще внутри шланг есть. И просто сейчас надо купить, заменить, чтобы, ну, резко не тормозить, пока езжу. Ну, особо кататься не буду. Стрёмно как-то. О, парни, тут гараж немножко модернизировали.
Что, работу почти закончили? Обшили? Да, потому что Красавцы. в предыдущих выпусках вы могли видеть, что гараж нужен был вот такой. Да. Как будто в ките, внутри кита, короче, как в Пиноккио. А теперь все нормально, красиво, уютно. Да, обшито. Света добавили. Даже если кому-то... быстрее, чем у меня Да. дома. Да? Если интересно кому-то, вот интернет в гараже можно сделать так и даже антенну не высовывать на улицу. Ух ты. Просто из квартиры, получается, бьет через сам гараж и до дома идет. Очень хорошая штука, просто через Wi-Fi Air Max технология. Это ты на свой Wi-Fi направил, да, Да. получается? Из дома Да. сюда раздаешь? Ничего Да. себе. Это очень круто. Прикольная штука. В DNS Да. продается 3000 всего стоит одна антенна. Можно настроить. Она, Мишаня, там- Мишаня. Подожди, не стучи. У нас же съемка. она очень далеко бьет, кстати. Да? Антенна. На открытом воздухе можно прям, ну, там очень 50 километров, что ли, написано. Да ладно. Вообще дофига. Можно типа у себя на даче поставить и все. Гаси. Вот. Ну что, для моей ласточки место освободили? Да, вот уже все, видишь. Да? готовим. Твоя ласточка не сегодня заедет. Завтра, я сегодня хочу все купить. Завтра можем? Сало, да? Завтра можно. Я же тормозные шлаги куплю, съезжу. И вот еще интересная вещь для людей, которые, ну, вот у нас для Якутии, кто хочет отопить гараж, самый энергоэффективный обогреватель вообще пока что изобретенный. Вот инфракрасная лампа, 2-киловаттная, она невероятно жарит по сравнению там с масляными или вот с такими, если ветерками сравнивать, вот такими, то она гораздо эффективнее, чем вот эта. Круче работает, да? Да, то есть как бы Она лучше греет. 400. О, очень мне пальцы жестко греет. окоченели. Так что кому интересно, тоже. Слушай, нормальная тема, Для спасибо. людей, у которых гаражи делают, надо приобретать такие, потому что она, во-первых, экономная, во-вторых, обогревает больше площади и нагревает она не воздух, да, не воздух, а предметы нагревает. То есть, как бы воздух не сушит. Прикольная штука. Спасибо, это я удачно к вам зашел. Еще давай третий, до кучи все. На улицу, да? Блин, Да. подожди, холодно там. Этот видеоролик у нас посвящен Наташе. А, Есть такое изобретение. Для тех, кто не хочет на автозавод ставить, а у кого есть просто ветерок, вот удобно, можете просто ставить вот так ветерок, да, и прям под Наташу закрывать, ничего страшного, вот так можно закрыть. И если оставлять на ночь, то там будет плюс 20 примерно при вот такой температуре, сейчас минус 45, да, там будет плюс 20. И как бы спокойно все заводится, и даже на автозавод ставить не нужно. и вот это надо всю ночь ночует, да, пока у тебя Всю там ночь у меня так ремонтируют? машина ночует неделями вообще, отлично Нифига работает. себе. И ничего страшного. Прикольная тема вообще. Вот. Очень полезно, Валер, спасибо. Можно купить 1-киловаттный нагреватель, это будет гораздо экономнее, чем заводить ее постоянно, короче, дешевле будет. То есть бензина и так жрать будет меньше, чем электричество заплатить. Ну да. Вот. Лайфхаки от Валеры. Подписывайтесь на Игоря. Ну-ка. Ну не скажу, чтобы жарко. Опять что-то там свистит. Ну, что замерзает. Получается, что, ну, все-таки холодно. Если проверить, у меня работает вообще печка. Ну, попробуй сейчас завести, ладно. Ух ты. Ого. Что это такое? Ё-моё. Я же в прошлый раз розетку вытащил внутри в гараже, выключил. И когда ставил, не проверил. Тут-то подключил все внутри, а в гараже не воткнул в розетку. Ёлкирный бай-бай. Это получается, она же простояла с субботы, вот с неделю. С воскресенья по субботу простояла на морозе, просто вот так вот накинутая гаражом. Без какого-либо источника тепла внутри. Я думаю, что так дубак-то внутри. Обычно теплее, реально. Сейчас прям вот, ну ладно, будем смотреть на эту ситуацию положительно. Я бы так сам бы не сделал такой тест, а получается случайным образом у меня вот машина вот так вот постояла неделю замерзшая. Сейчас мы будем ее отогревать. Я бы розетку включил, часа 2, наверное, нужно ей, чтобы она там вся прогрелась. Посмотрим, поднимется, не поднимется температура и как она быстро заведется. Вот такая вот у меня очередная импровизация. Неожиданность. Нежданчик. Ну вот, пример, как некоторые зимуют. Кто не заморачивается с гаражами, с накидками. 2 часа на розетке постояла. Сейчас проверим, что там у нас внутри. Ух. Вроде бы температура более-менее. Ну,
не знаю, как более-менее. Все равно холод. Блин, надеюсь, она работает, эта штука-то нет. Я сейчас наехал колесами на тент. Мне же, чтобы открыть капот, нужно... Ну, откатить можно, отъехать назад, чтобы... Ладно, по идее, там все включено. Попробую. О! Нормалек. С первого раза завелась. Прикольно. Я не рассчитывал, причем быстро, прям джук-джук схватилась. Нормальная тема. Я доволен. Часик погрелась. Я думаю, тут жара. О, даже здесь тепло. Так. Вот я сейчас ее оставлю, машину. Я уже никуда не поеду. Вот я сейчас прогрел. Вот двигатель поработал. Сейчас здесь тепло определенно сформировалось. А потом всю ночь будет подогревать эта система StarTem. Там будет гонять охлаждающую жидкость и, в принципе, давать температуру, которая, по идее, должна как-то расходиться тоже под тентом. Вот и проверим, насколько она сохранится, температура теплая внутри. Ну, или будет такой же мороз, как на улице. А тепло будет только под капотом. Не знаю. А сейчас отдыхать. Уже ничего не хочу, снимать лень. Все, до завтра. Итак, мы переночевали сегодня. Ночью опускалась температура примерно до минус 50. Сейчас где-то, ну, около 45. Видите, туман кругом стоит. Напомню, ночевал я под тентом и на розетке. Соответственно, сейчас проверим, какая там внутри температура и как она быстро заведется после такой суровой ночи. О, вообще нормально. Тепло. Слушайте, реально? Что нам градусники покажут? Ну, минус 5 градусов здесь. Здесь тоже минус 5. Ну, минус 5. Можно сказать, что да. Единогласно. Этот чуть ближе к нулю. Ну, по ощущениям, ну вот, даже пара нет. То есть тут, в принципе, тепло. Еще у меня один из показателей. Это вот у меня вот там какой-то моторчик свистеть начинает, когда замерзает. Нет, не свистит, он обычно сразу вот в этот момент, когда я включаю. Запускаем. Нет. Не хочет сразу. Вчера быстрее завелся, кстати. О, ну, со второго раза. Ну, это нормально, в принципе. Хотя вот странно, удивительно. Вчера я, получается, она у меня почти неделю простояла на морозе, там до 40 было. А я вот 2 часа погрел на котле на этом. Завелась вообще там, схватилась быстро. Сейчас немножко чук-чук-чук-чук. А так, в принципе, слушайте, прикольно получается, что вот я вчера так непроизвольно протестировал ее после полной абсолютно заморозки, получается. Неделю постоять при морозе, минус 40, это все, она полностью замерзла. И эту систему вообще спасает StarTem. Сейчас я еще покажу, выйду, когда тент сниму. Сейчас, наверное, пускай постоит, погреется под тентом чуть-чуть. А хотя тут тепло, нормально, не буду греть. И получается, что вот эта система, она мне стоила 3000 рублей, я потратил на само устройство. И установка там 1500 примерно, плюс-минус. И, блин, и смотрите, какая штука, которая спасает при заморозке машины. Потому что есть Webasto система, которая там в топливную систему включается. Она, ну, дорогая, там, ближе к 50-40 стоит, не знаю. А это вот просто такой дешевый, простой выход из ситуации. Если есть доступ к электричеству. То есть, ну, нужен удлинитель, и там, если у тебя квартира невысоко, недалеко к дому подъехал, с квартиры кабель кинул, на 2 часа подогрел, все, поехал. Причем я когда только приехал сюда, я с таксистом, помню, общался, он мне говорит, что я также вот с утра, говорит, просыпаюсь часов там в 5, иду, ну, включаю розетку, ложусь спать, 2 часа она греется, причем, ну, не надо идти на улицу включать, ты ее тут воткнул, а дома просто удлинитель и штекер втыкаешь, ну, чтобы электричество экономить. 2 часа, вот, пожалуйста, сел и поехал. Ну, в машине еще дубак, конечно, был вчера. А сейчас она, получается, когда с накидкой на розетке стоит, минус 50 за окном, за бортом, не проникли сюда, получается. Вот этот небольшой источник тепла, вот, греет, круто. Вообще огонь. Как меня и учили, чтобы не сперли Наташу, я вот наезжаю колесами на нее. Сейчас, чтобы снять, чуть отъеду назад и все это соберу, смотаю. Я, кстати, вспомнил, кто не смотрел мои предыдущие ролики, я рассказывал про такую штуку, как квадратные колеса. Когда машина стоит на морозе, резина продеревенеет, проминается, деревенеет, и первое время ты потом вот так вот едешь на квадратных колесах.
Сейчас посмотрим, будут ли у меня квадратные колеса, учитывая, что она стояла под Наташей. Ну что, собираем сейчас. Суть какая? Как это все собирается? В общем, натягиваем на одну сторону, так натягиваем одну часть. Блин. Думаю, что-то тент у меня задымился не очень хорошо. Выравниваем. И вторую. Так вот раз в обратную сторону. Добрасываю. Ну вот, сейчас я вот с этой стороны ее начинаю скручивать туда. Ну вот, вроде опять ровненько, хорошо. И убираю на заднее сиденье. В багажнике у меня там, ну там у меня сабвуфер, поэтому места не хватает. Ну, она мне всю закроет, задний вид. Мне это не очень комфортно. Ну и все. Упаковано. Давайте покажу. Вот у меня система подключена. Такой вот котелок. Воткнули сюда, прикрутили, встроили в систему охлаждения. Вот шланг один идет сюда в систему охлаждения, другой шланг вон туда подключается. И вот я на ночь оставляю, она циркулирует, котел этот нагревается, охлаждающей жидкости, ее по движку. Ну, по крайней мере, по какой-то основной части. Наверное, там внизу, может быть, там что-то не прогревается, конечно. Ну вот, но, по идее, прогрева достаточно, чтобы вот отогреть машину полностью после недельного стояния на морозе. Тут круто вообще, так что всем рекомендую. Причем парни рассказали, ну, посмотрите мое предыдущее видео, и там есть видео, вот первое, как моя машина замерзла, скудик замерз в морозы. Там как раз, ну, история о том, как мне парни это поставили. Она просто сама циркулирует от того, что с одной стороны холодно, с другой стороны тепло, всю камеру умирает. Блин, вот просто целая заряженная камера. Да, пришлось камеру немножко поставить, подзарядить. В общем, выехал, и да, у меня квадратная резина, прям чук-чук все равно сминается. Сейчас прокатимся в ногу, вот такой туман вокруг, вообще круто. Увидите, как тут автомобилисты ездят. Ну, это некомфортно на самом деле. Видимость очень плохая. Сейчас день, а вечером вообще, наверное, стрёмно. Так, едешь, машина просто и в туман ныряет, и не видно. Сейчас чуть подзаряжусь, прокатимся. Вон, видите, машины просто из тумана появляются. И туда же исчезают. Видите, вообще непонятно, что там впереди. Лайфхак. Еду в перчатках. У них сцепление хорошее, вот эта сторона прорезиненная. И не холодно. Да, уже как стемнеет, вообще будет хоть глаз выколи. Сейчас уже сумрак, так некомфортнее стало еще больше. Что, шланги поменяли тормозные, теперь все в порядке. Вот пока Мишаня... А, нет, надо завести еще, да? Что там сделать, нужно проверить? Ну да, это покачай тормоза. Как у тебя, нормально, нет? Ага, сейчас. Вот решил заодно утеплить. А то ноги мерзнут, вообще дубеют. И вот чехольчики пришли. Со зрителями. Вот это прикольно сидеть, он такой мягкий, как плюш. Прям вот мне понравился, когда садишься. Так вот, оп. И вот едешь. Ну и просто чему? Стоишь там, ждешь и вот. Ну, кайфово. Мишаня хочет поделиться своей техникой заворачивания. Ну? Для чего? Берешь, вот так забрасываешь. А, я вот так не делал, кстати. Конвертик. Конвертик, о! И вот это тоже конвертиком? Это тоже в конвертик превращаешь. Хоп. И потом отсюда просто берешь ее, закручиваешь спокойно. Пока что никто не видит, потихо типа воруешь. Типа хозяин. Не-не-не, я себя покупал. Честным трудом куплено. У тебя маленькая машинка, удобнее. Даже в чем прикол, она маленькая, у нее багажник маленький. И тут еще такое место, как буфер, блин. А, как у меня, да. У тебя нормальный буфер здесь. Вот, приходится вот так делать. Вот. Все? Как на газели катаешься, да? Почти что. И Ну, мне зато жопа не мерзнет. Ладненько, всем до новых встреч, как говорится. Всё, давай. Я полетел. Давай. Пока. И я полетел. Прокачусь чуток. Проверю. Тормоза какие-то более чувствительные стали. Ну, надо проверить, что там. Мишаня говорит, посмотри, что как бы это, посмотрим. И так вот клево на этих, на чехольчиках вообще. Мягенькие такие, блин, тема. Ладно, сейчас прокачусь и на ночевку встаем.